Кан Валерьевич, я бы хотела, чтобы мы сегодня поговорили по поводу интервью первого заместителя главы администрации Российской Федерации Сергея Кириенко, которое он дал двум абхазским телеканалам. Как вы оцениваете это интервью? Спасибо за вопрос. Ну, если возвращаться к интервью, конечно, некоторая часть нашего общества восприняла это интервью и оценила его как хорошее. Другую часть нашего общества оставила много вопросов, много противоречий прослеживалось, и хотелось бы остановиться на некоторых противоречиях, которые прозвучали в интервью Сергея Владимировича. Если начать изначально его интервью, конечно, он много хороших слов сказал за первого президента, что самое главное, наверное, это больше к руководителям нашей страны было, наверное, адресовано, когда он рассказывал историю их встречи, первой их встречи, когда он говорил, что Владислав Григорьевич был тяжелым переговорщиком, но справедливым. То есть он четко описал, Владислав не соглашался со многими вещами, это было искренне. То есть, если он говорил «нет», то это был «нет», если он говорил «да», то он говорил, что это именно «да». То есть он в этом плане такую параллель провел с человеком, который знал, что говорить и что делать. В дальнейшем было много сказано там об энергетике и так далее, о социально-экономических проектах Российской Федерации в Республике Абхазия. Но я хотел бы остановиться на некоторых вещах, связанных с историей соглашений, которые предлагалось якобы Российской Федерации, которые впоследствии привело к отставке президента Абхазии. Четко Сергей Владимирович сказал, что это соглашение не было нужно Российской Федерации. Тогда со стороны абхазского общества, парламента и оппозиции четко тоже был посыл того, что это соглашение не может быть полезным для Республики Абхазия. Вот здесь начинаются интересные вещи. При всем при том, что Кириенко называет, что это соглашение не было полезным, он в своем первом интервью говорил, что это не полезно было для абхазского бизнеса, для Республики Абхазия. А во втором случае в его интервью он говорил, что это не нужно было Российской Федерации. Но тогда позвольте, а с чем мы тогда боролись? Мы то же самое, у нас, получается, совпадали с мнением прогрессивной части политического истеблишмента России и прогрессивной части нашего общества. Тогда, мы с одним и тем же боролись. Тогда, извините меня, а в чем тогда заключается наказание граждан Абхазии? Героя Абхазии Левана Микава и кавалер ордена Леона, то бишь меня, депутата парламента Кана Кварча. Более того, на этом не остановились. Более того, люди, которые это освещали, говорили свое мнение по существующим проблемам, были названы инагентами вы, Нисфа Дарасмановна, Инал Хашик, Зида Чане. Здесь есть некие нестыковки. В чем заключается нестыковка? Вот здесь у меня есть, я подготовил. Так, решение о прекращении гражданства Российской Федерации по основанию, предусмотренного под пунктом Б, пункта 2, части 1 статьи 22 Федерального закона о гражданстве Российской Федерации принимается Министерством внутренних дел Российской Федерации или его территориальных органов. С этим понятно. Факт совершения действия, создающего угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Вот это я хочу, чтобы вы точно все услышали. Устанавливается органом Федеральной службы безопасности России, о чем выносится заключение. Это говорит российское законодательство. Теперь я вот здесь прочту небольшой абзац заключения, которое нам прислали Ивану и мне. Действия, способствующих
дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Республики Абхазия. Вот где уже нестыковка идет. В одном случае говорится о Российской Федерации, гражданами Российской Федерации. А здесь говорится на территории Республики Абхазия, приведшей к нарастанию напряжения вблизи государственной границы Российской Федерации. Слушайте, я вот, наверное, может быть, не все в этой жизни понимаю, может, и знаю, но здесь очевидные вещи, очевидное противоречие идет с тем, что сказал Сергей Владимирович. Мы знаем факт, когда 3 граждан Российской Федерации занимались здесь антигосударственными делами, вмешивались во внутренние дела Республики Абхазия. Тогда почему 3 гражданам Российской Федерации не дана такая же и политическая, и правовая оценка? Сергей Владимирович в своем выступлении провел параллели депутата Государственной Думы и с абхазским водителем. Ну, видимо, все-таки это, наверное, камень в мой огород. По его словам, получается, меня уже обвинил, осудил и дал мне определение. Ну, наверное, это все-таки поспешное было. Я думал, что он больше все-таки будет аккуратнее в своих высказываниях. Наверное, повлияло на него и поведение наших чиновников, которые никак не могут разобраться, что произошло в Абхазии, как мы, активисты и патриоты Абхазии остановили длящиеся преступления в Республике Абхазия. При всем при этом, я как слышу, в отношении 3 граждан России возбуждено только административное нарушение. При всем при этом наши власти стараются улучшить нас в противоправных действиях, связанных с уголовным уже преступлением. Вообще несоизмеримое. Мы остановили преступление, при всем при этом абхазские власти ищут, как нас наказать. Приведу один такой небольшой пример. И привезенные 3 граждан России на допрос инкогнито подали на одного парня, вот представляете, дают показания на человека, с которым они по жизни нигде не соприкасались. Ни он их никогда не видел, ни они его никогда не видели. Его там не было. При всем при этом они рассказывают о нем, они его имя называют, фамилия и отчество. Сей факт очень интересен. Неопровержимые доказательства, что этого парня там не было, потому что в тот день этот человек находился на венчании своего двоюродного брата в Ачимчирах. Потом встречался с главой администрации Ачимчирского района и так далее, и так далее. Это проверить не тяжело, уже проверили. Теперь вопрос, как этим людям, которые обвиняют человека, не имеющего никакого отношения ко всем действиям 5 ноября, как можно вообще верить показаниям этим людям и вообще как можно уже, ссылаясь на их показания, строить какое-то обвинение по отношению к гражданам Абхазии. Все это дает нам повод сомневаться в действиях наших компетентных органов. Более того, у нас вопрос, кто привозил этих людей, кто их здесь прикрывал. Мы знаем фактически поименно всех. Я призываю этим людям не ждать наших доказательств, пусть выйдут в люди и оправдаются, и покаятся перед абхазским народом, и просто оставят свои занимаемые должности и идут домой. Это в самом лучшем для них варианте. И если мы дойдем до истины, то они, кроме уголовных дел, еще получат порицание народное. Это хуже, чем уголовное преследование. Я хотел бы их, как говорится, предупредить. Еще раз хочу сказать, мы здесь, мы никуда не ушли, мы будем защищать свою страну, мы будем защищать наш конституционный строй. Мы даже готовы с президентом Абхазии обсудить сложившуюся ситуацию
И если где-то можно еще исправить кое-что, встать рядом с ним, в том смысле, что он готов сам взаимодействовать в наведении порядка в Абхазии, мы готовы в этом ему помочь. Ган Валерьевич, вы прекрасно помните, что длительное время изгнанный экс-президент Аслан Бжани и другие высокопоставленные абхазские чиновники говорили о том, что в Абхазии есть антироссийские настроения. И вот интервью Сергея Кириенко, где он говорит, что антироссийских настроений нет, но есть высказывания. Вот как вы это прокомментируете? Есть негодование у людей. Это есть чисто человеческие отношения к тем или иным процессам. Если взять такой пример, когда гражданин Абхазии, стоит ему один раз перейти границу КПП ПСОВ туда и обратно, чтобы вы понимали, у человека остается осадок. Осадок из-за того, как к нему относятся на границе, как с ним поступают, как их допрашивают, как водителя машины заставляют бегать то к одному окну, то ко второму, то еще какие-то вопросы возникают. Вы знаете, эти вопросы мы задавали депутатам Госдумы и представителям Федерации, Федерального собрания. Вы знаете, мы им тоже так говорили. Слушайте, нет антироссийских настроений, но есть поступки чиновников, буквально, скажем, взять границу, которые своим поведением создают недовольствие у людей по отношению к Российской Федерации. Это, такая искусственно созданная ситуация. А все, что касается сказанного Кириенко, да, он на самом деле подтвердил, и я с ним согласен, что нет антироссийских настроений. Другой вопрос, мы помним, как появлялся там и тут протокол Козак-Бжани, мы это тоже помним, где я уверен, что бывший президент с удовольствием этот список заполнял, и последствия мы его на себе почувствовали. Вряд ли такое поведение укрепляет дружбу между Россией и Абхазией. К сожалению, это так.